Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня в Центре подготовки космонавтов завершился творческий конкурс «Тяга в небо», который прошел в Республике Коми и был посвящен 60-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина. В конкурсе приняли участие школьники и студенты со всех уголков Республики Коми. Ребята сделали много замечательных работ. Это были и стихотворения, и рисунки, и фотографии, и эссе. Сегодня в Центре подготовки космонавтов вы посетили уникальную тренажерную базу, где проводят подготовку наши космонавты, а также астронавты зарубежных стран Америки, Европы, Японии и также китайские коллеги. Ну, во-первых, для меня это невероятное впечатление побывать в звездном городке, делать шаг, в котором каждый шаг наполнен историей, это очень дорого стоит. Побывать по-настоящему в исторических местах русской космонавтики, это для меня по-настоящему очень дорого. Как космонавт может опознать окружающие созвездия? Если посмотрим на карту, вот здесь вот сначала, Большая Медведица, фигура созвездия Большая Медведица – это ковш. Думаю, многие слышали, многие видели, даже если не занимались астрономией. По Большой Медведице мы можем найти Малую Медведицу. Если отложить 5 расстояний бета-альфа Большой Медведицы, то мы попадем в альфу Малой Медведицы, полярную звезду. Расскажи, пожалуйста, что тебе больше сегодня понравилось в нашей поездке? Мне очень прям сильно понравилось планетарий. Там нам показывали, можно сказать, такие живой макет звезд. Мы узнали много нового. Нам рассказали о происхождении некоторых звезд, как они образуются. А сейчас мы с вами пойдем в гидробассейн, в гидролабораторию. Это наш гидробассейн, в котором у нас тренируется некорабельная деятельность. То есть отрабатываются выходы в открытый космос, отрабатывается работа в разгерметизированных отсеках, ремонт станции, обслуживание станции и так далее. То есть выходы в открытый космос у нас отрабатываются в гидробассейне. Почему? Потому что водная среда очень похожа на невесомость. Я думаю, что вы все это знаете. Даже когда решили отправить человека в космос, долго думали, человека какой профессии отправить, и я вам хочу сказать, что водолазы хотели полететь в космос. Именно потому, что водная среда похожа на невесомость. Ну и согласитесь, рабочая одежда у них тоже похожа. Выбор пал, естественно, на летчиков. И тогда было просмотрено 3461 медицинская книжка. Из такого большого количества по медицинским показателям только 20 человек подошли для полета в космос. Это и был первый отряд космонавтов. 12 метров глубина, 23 метра диаметр. И площадь у него 5 кубических метров. Как я вам уже говорила, здесь отрабатываются выходы в открытый космос, некорабельная деятельность. Космонавты выходят, тренируются в воде, их страхуют водолазы. Есть много понятий невесомости. Невесомость та, которая есть в реальном космическом полете, да? Это где безвоздушное пространство, где нету гравитации, ничего. Есть невесомость, которую мы создаем искусственно. Это в самолетах, в лабораториях. Есть самолет, у нас свой полк есть авиационный. Вот. Есть самолеты, в которых космонавты в течение 20 секунд, в течение 20 раз, летая на самолетах, испытывают реальную невесомость. То есть происходит обезвешивание. То есть если кто-то когда-то катался на больших лифтах, да, при подъеме испытываем некую перегрузку, при спуске испытываем как раз невесомость, небольшую совсем кратковременную. Здесь же, в этом сооружении, в большом, крупном, можно создавать так называемую гидроневесомость. То есть здесь космонавтов учат работать с реальными объектами, с теми, с которыми они будут работать в космосе. Какие общие впечатления от поездки, что понравилось? В целом мне поездка вся очень понравилась, очень незабываемое ощущение.
Но вот больше всего могу выделить гидробассейн. Мне очень понравилось объемы, масштабы этого гидробассейна. 12 метров глубина. Учат будущих космонавтов быть в невесомости, чинить какие-то проблемы, которые могут возникнуть в процессе полета. Это очень незабываемо. Это такие вот воспоминания у меня будут. Надеюсь, что до конца жизни. Искупаться захотелось там. Очень. Во-первых, хочу сказать, что вот эти первые два модуля, которые стоят, называются они «Природа» и «Спектр». Эти модули принадлежали, эти тренажеры принадлежали космической станции «Мир». Соответственно, девочки уже фотографируются служебный автомобиль Юрия Алексеевича Гагарина, настоящий. Это не макет, не копия, это настоящий его автомобиль, на котором он ездил. Весит эта станция около 400 тонн. Появилась она в результате плодотворного сотрудничества 14 стран. Сейчас у нее 16 модулей. Условно она делится на два сегмента – российский и американский. В американский сегмент также входит японский модуль Киба и европейский Колумбус. Вот эти модули – это российский сегмент Международной космической станции. 5 модулей – Заря, Звезда, Пирс, Рассвет и Поиск. Еще хочу обратить ваше внимание, что МКС – это третье по яркости тело на ночном небе. Это очень интересный факт. После Луны и Венеры на ночном небе это третье по яркости тело. Ее очень хорошо видно невооруженным глазом. Что такое космический корабль «Союз»? Да? Многие путают мир с Союзом и так далее, и так далее. Космический корабль «Союз» – это корабль, который доставляет космонавтов на станцию и возвращает их обратно. То есть это транспортный корабль. Первые космические корабли, на которых летали первые 6 космонавтов, назывались «Восток». Соответственно, Юрий Алексеевич летал на «Востоке». «Востоки» состояли из двух частей – из кабины и агрегатного отсека. Приземление там происходило иначе, на расстоянии 140 километров от Земли. Эти две части отстыковывались друг от друга и потом уже на расстоянии 7 километров от Земли отстреливался вниз. Из этого места катапультировался космонавт прямо в кресле ложементе. И уже на расстоянии 4 километра от Земли кресло отсоединялось от космонавта, и он самостоятельно на парашютах приземлялся. Нужно космонавта оберегать его здоровье. Космонавт должен употреблять, как и взрослый мужчина, в сутки 3000 калорий, около 3000 калорий. Кстати, перед полетом в космос им дают эту еду домой на дегустацию. Они ее пробуют и оценивают по 9-бальной шкале. Ты раньше был в каких-то музеях, которые посвящены тоже космосу, полету Гагарина? Да, я был в музее в Ярославле. Можешь сравнить ощущения от поездки в Ярославле с нынешней? Ну, нынешняя поездка меня впечатлила больше, ведь тут больше экспонатов и больше информации я получил. А если летали в Сочи, железный аэродром садились. Вы и улетали с него, конечно. Он там единственный. Уважаемые гости, слева Абхазия, справа Сочи большой. Куда летим? Нужно нам повернуть налево, очень плавненько, как на автомобиле. Делаем поворотик. Штурвалы делаем, даем самолету маленький крен. Как только у нас получился крен, он нас сам тянет в левый поворот или в правый поворот. То же самое направо, очень-очень плавненько. Машина тяжелая, машина инертная, машина пассажирская. Самое главное правило, любое движение очень-очень плавненькое, очень плавненькое. Пассажирам пристегнуть ремни. Ну что, как впечатление? Очень классно. Ближе к горизонту, чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. Ну где-то рядом что-то будет. Уверенно взяли, сразу взяли. Он взял скорость, главное, чтобы не меньше 150 взял. Скорость будет, он сейчас Давай, что ты хочешь? Мертвые педали. А сделает? Может, то крылья отвалится, это пассажирский самолет. Я до сих пор не понимаю то, что это все в настоящую, и немного не привык, потому что я видел только макеты, а тут все в таком размере, в масштабе, и очень удивляет то, что это правда где-то есть. Вот точно такой же модуль находился на орбите в течение 15 лет. Этот модуль находился здесь. Здесь происходила подготовка экипажа перед тем, как полететь туда. Здесь прошли подготовку 28 экипажей. Или 104 человека из 12 стран мира. Вот здесь прошли подготовку. Представляете? Это место единственное в мире, больше такого нигде нет. Если вы где-то что-то еще что-то видели, то это копии, муляжи и все.
и такое прочее. Здесь все точно такое же, как было на орбите. Мне больше всего понравился тренажер станции «Мир». Он вообще, он такой реалистичный. Мы туда зашли, нам все показали, вот эту всю еду, как там открывается, как космонавты спят вот так вот горизонтально. Главное, не стоя, горизонтально. Вот здесь пульт раздачи воды для приготовления пищи. Вот здесь у нас раскладка еды. Ничего себе. Вот здесь у нас 2 электрических печи для разогрева еды. Здесь вот у нас поилка, система родник, ну просто вода, чтобы попить, питьевая вода. Здесь у нас находится пылесос, который космонавты прозвали крохобор. В момент приема пищи он, естественно, включался, и весь мусор, чтобы здесь не разлетелось, собирался здесь. Закончили кушать, собрали и выбросили в мусорный ящик. Ничего себе. С этим ясно? Вот здесь у нас пульт управления беговой дорожкой. О, боже. Вот сама беговая дорожка. 5 километров ежедневно каждый член экипажа должен был пробегать. Вот здесь у нас медицинская стойка для контроля состояния здоровья каждого члена экипажа. Ежедневный медицинский контроль. Пульс, давление, температура, электрокардиограмма. Ежедневно. Понятно? Да. Ну, еще один тренажер вот у вас за спиной. Пневмовакуумный комплекс ЧИБИС. Может, кто-то слышал о нем? Нет? Нет. Его назначение для того, чтобы тренировать сосуды и мышцы ног у космонавтов. Ну, в конце программы обычно это делается, поскольку кровообращение в невесомости происходит в верхней части туловища. Ну, вот там каюта командира. С правой стороны на липучках был прикреплен спальный мешок. Вот здесь каюта точно такая же зеркальная, борт инженера. Ну, здесь ее сейчас нет в данный момент. Космонавт заходит, застегивается и спит свои положенные 8 часов. Вертикально, не стоя, а то некоторые говорят стоя. В невесомости нет понятия стоя, лежа. Это вот стоит установочка, это твердотопливный генератор кислорода, их здесь 2 стоят. Они питаются вот этими шашками. Шашка вставляется внутрь, протыкается иглой, происходит химическая реакция горения, в процессе которой выделяется порядка 600 литров кислорода. Если вы слышали о пожаре на станции «Мир», нет? Вот, прогорел корпус вот этой шашки. Это был единственный случай, хотя вот сколько лет использовался, сейчас используются они, даже на МКС, таких случаев больше не было. Приглашается Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации Шарипов Сержан Закидович. Космос всегда тянул людей. Тысячи лет истории мы знаем, когда человек стремился в небо. Большая история освоения неба. И вот только мы недавно начали осваивать и небо, и космос. И опять же, космос остается основой, колыбелью космонавтики. Поэтому чем больше людей будет стремиться осваивать науки авиационные, космические, тем больше мы будем двигаться вперед в технологическом отношении. И наше общество станет намного богаче. Нам нужны ученые, специалисты, рабочие, которые будут делать космические корабли, летать в космос. И, конечно, мы все знаем, что космос – это большая фундаментальная наука. И мы на сегодняшний день находимся на передовых позициях по освоению космического, околоземного космического пространства. Поэтому приглашать, заинтересовывать молодежь в этом направлении, считаю, общей задачей. Тебе понравилось общаться с настоящим человеком, который был вот там вот на орбите? Да, понравилось. Этот человек, можно сказать, легенда в наше время, потому что 2 раза полет в космос не каждый может осилить, не каждого могут допустить на орбиту. Какими качествами должен обладать космонавт, чтобы полететь на орбиту? Ну, он должен быть выносливым, то есть вестибулярный аппарат должен быть хорошим. Ну и добрый, наверное, не знаю. Такие впечатления прям будоражащие. И хочется вот после вот таких вот мероприятий достигать своих целей еще лучше, вот, и самореализовываться, так сказать. Сегодня вы прикоснулись к космической колыбели. Вы были
колыбели пилотируемой космонавтики нашей страны. Откуда начинали свой путь наши первые? Юрий Алексеевич Гагарин, Алексей Архипович Леонов, Валентина Владимировна Терешкова. 60 лет назад это было время первых. И это время первых останется навсегда. Поэтому мы, организаторы конкурса, вас поздравляем, желаем вам всего самого доброго, также активно идти по жизни. Организаторы конкурса от всей души поздравляют вас с победой, в первую очередь с участием. Участием не только победителей, но и всех тех ребят, кто принял участие в замечательном конкурсе «Тяга в небо». Приходите к нам снова, с праздником, дорогие друзья, 60-летием полета Юрия Алексеевича Гагарина и с наступающим праздником Республики Коми, со столетием со дня ее образования.